эта железнодорожная ветка существует уже давным-давно, но раньше она использовалась когда-то для местных перевозок. Вот в навигацию завозили на берег реки грузы для того, чтобы развезти потом по Амуру. Но потом это все зачахло, другие транспортные схемы, по-иному там сейчас экономика региона складывается. А вот непосредственно причины, по которым ее надо реанимировать, они многогранные. Ну, первая такая простая утилитарная причина. Значит, необходимо обеспечить сбыт продукции дальневосточных регионов, это и Южная Якутия, и, возможно, Амурская область, на китайских рынках. Тем более, что сейчас конъюнктура очень сильно благоприятствует. Китайская Народная Республика приняла программу строительства, значит, целой серии тепловых электростанций, которые будут работать на угле. Ну, а собственного производства угля у них не хватает, хотя они больше всех в мире его производят. И поэтому идут поставки из России. Сейчас вот транспортные пути на Востоке, они перегружены. Не зря же ведется интенсивная работа по реконструкции Байкало-Амурской магистрали, по совершенствованию движения по Транссибу. Значит, и поэтому вот новый выход для нашей угольной продукции на Китай имеет огромное значение и для производителей угля, и для железнодорожников, которые могут высвободить определенные провозные возможности для того, чтобы уголь еще и из Сибири на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона увеличить поставки. Это очень такое перспективное дело сегодняшнее. Ну а если заглянуть немножко в будущее, то ведь это путь, который продолжается Амуро-Якутской железнодорожной магистралью, которая уже сегодня находится на правом берегу Лены в районе Якутска, и там возможен выход на Северный морской путь. Как бы до Якутска китайские грузы, потом перегрузка в Якутске на суда река Амуре и прямо на Северный морской путь. Ну а если заглянуть еще дальше, то надо строить дорогу из Якутска на Магадан. Это перезревший уже такой проект, который нужен для развития всего северо-востока страны. Имеется в виду использовать и возможности Яно-Колымской металлогенической провинции и Охотоморской провинции, нефтегазовые. Значит, это будущее России. Этот путь как раз будет нужен и для этой цели, для развития нашего северо-востока. Есть еще одна причина на самом деле. Ну вот мы привыкли к тому, что Китайская Народная Республика в связи с внешним миром имеет в основном через глубоководные порты, которые находятся на восточном и южном побережье. Но на самом деле северная провинция Китая, так называемый старопромышленный район, когда-то это был самый развитый район Китая, Маньчжурия, Лиадунский полуостров. Сейчас, значит, это, будем говорить, наоборот, депрессивный район. И вот Китайская Народная Республика все время принимает усилия для того, чтобы этот район развивался. Но он в отрыве находится, вот особенно провинция Хэлузян, самая северная провинция, в отрыве от основных транспортных возможностей Китайской Народной Республики. И поэтому они все время ищут какие-то выходы. Вот они выходят с предложением сделать железнодорожную ветку на порт Аян на Охотском море. Значит, вот этот путь на Магадан, он тоже может быть использован и для транзита китайских грузов. Поэтому значение это огромное, многогранное. И, конечно, это идет на пользу развития Дальнего Востока и на пользу развития нашей страны, потому что чем больше будет у нас транспортных путей, тем больше возможностей для экономического развития и для сохранения единства нашей страны, будем говорить, ее целостности. Поэтому это очень важный проект. Знаете, лет 10 назад я бы начал говорить о том, что вот, надо создать какую-то схему государственно-частного партнерства, что-то еще там придумать и так далее, и так далее. А сейчас вопрос очень просто решается. На Дальнем Востоке создано достаточно всевозможных структур государственных для того, чтобы осуществить координацию любых действий, любых наших товаропроизводителей, субъектов федерации, регионов и так далее. У нас есть полпред со своим аппаратом, и одновременно заместитель председателя правительства. У нас есть Министерство по делам Дальнего Востока. При министерстве есть несколько разных структур, значит, которые как раз и предназначены для того, чтобы развивать, координировать деятельность всех субъектов хозяйствования. Поэтому им и карты в руки. Министерство по делам Дальнего Востока должно быть хозяином этой территории.
Они должны объединить усилия многих участников этого проекта. Там, конечно, проект непростой. Там надо учесть интересы железнодорожников, автомобилистов, значит, грузоотправителей. Причем грузоотправители ведь разные. Существует несколько предприятий, которые готовы отправлять грузы. Там существует вопрос согласования всего этого проекта с РАО ЖД, потому что надо выходить. Проект будет комплексный. На одном участке, допустим, это Амуро-Якутская железная дорога, там свое акционерное общество, значит, на другой железной дороге Якутии, на другом участке это РАО ЖД, их надо состыковать. Все это делается, технологии все отработаны. Вот и все, и надо интересы всех участников объединить в одно целое, значит, какие-то приоритеты поставить, значит, и создать этот комплексный проект. Это вообще не проблема в современном мире.